Здравствуйте, это новости 24. Уважаемые телезрители, в связи с техническим сбоем в нашей программе произошли изменения. Передача, посвященная жизни устаза Батыл-Хаджи Билхаруева, которая должна была выйти в эфир в 20:20, вы увидите сразу после выпуска новостей. Итак, ситуацию на дорогах региона подробно обсудили на президиуме регионального правительства с участием главы Ингушетии. Только за первое полугодие в ДТП пострадали 150 человек. Янузбек Евкуров поручил выставлять дополнительные посты на аварийно-опасных участках, принимать самые жесткие меры в отношении нетрезвых водителей. Руководитель озвучил еще несколько предложений руководству ГИБДД по Ингушетии. Как сообщил замначальника УГИБДД МВД по Ингушетии Магомед Бузуртанов, в первой половине этого года в регионе зарегистрировано 90 ДТП, в результате которых погибли 30 и пострадали 145 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших уменьшилось на 12%. Рост экономический по всем пунктам, когда у нас зарегистрирован в городах, Магаз, на Занском районе. В основном дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями зарегистрированы на федеральной автомобильной дороге Кавказ, а также на дороге Назрань, Арбула, Сунжа. С чем это связано? Интенсивность движения на федеральной дороге и отсутствие возможности постоянного контроля за дорогой. Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий явились это выезд на полскоростное движение, превышение скорости. Однако предпринимаемых сотрудниками полиции мер недостаточно. По мнению Янузбека Евкурова, необходимо четко определить участки дорог, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Вы все равно пытаетесь свести, да, это важно. Важно, там должно быть там и это, знаки, и дорожные, там, и пешеходки. Основная причина ДТП. Две основные причины, особенно с смертельным исходом, это выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. Что одно и другое, оно все равно превышение скорости. Так нет? Он же на полосу встречного уже выходит, там, превышая скорость. Если бы вы там нарисовали бы мне, показали бы основные вот эти причины, и население в том числе показали бы, мы бы тогда выдернули это все и сказали бы, где нужно работать. В том числе, вы сказали, Назрань, Магаз. Ну, нарисуйте на слайде, покажите мне. Вот эта дорога, вот здесь у нас больше всех аварий. Причина. Крутой поворот, отсутствие видимости. Или мешает вот этот ларек, или вот эта заправка. То есть выявить места и конкретные, в чем причина. И тут уже докладывать в своем конце в плане, для чего я говорю, что вы планируете делать. Что именно на этом месте у нас постоянно, сколько я сейчас помню, аварии происходят где-то там в районе Тушоли. Постоянно это происходит. Под Газику, на спуске. Постоянно. Но там нет поста. А там надо выставить пост. И не просто выставлять пост, а создавать там все, драконовские меры там создать для всех водителей, которые превышают скорость на этом участке. Поэтому разберитесь с этим вопросом. Изучите. И вот это все надо выявить. Некоторые водители лихачат на дорогах, потому что чувствуют безнаказанность, а граждане не сообщают о нарушениях именно из-за того, что в ГИБДД и городских отделах внутренних дел не позаботились о создании системы приема видеообращений. К одной из важнейших задач стражей правопорядка глава региона отнес формирование негативного отношения в обществе к правонарушителям. То, что вы провели 12 рейдовых мероприятий и сколько штрафных санкций, это оценка должна быть. И то же самое по анализу. Вот судебное представление столько собрали, или там собрано в прошлом году столько, не просто ДТП, а что сделано, как сделано. И показать это все. Садитесь. Почему? Потому что если не будет драконовского меча судебных приставов, то, что мы сделаем, это все не совсем правильно идет. А у нас получается так. ДТП совершает, потом смотрим, у него там уже там 30-е, 40-е, 50-е предупреждение. Выписывает ему штрафы. А он их даже не оплачивает. Кто-нибудь получил бумагу от ГИБДД, что ваши подчиненные нарушают правила? Все, кто совершает ДТП, в том числе среди них есть бюджетники, работники образования, здравоохранения, все есть.
И там должны проводить по этому поводу занятия, разговаривать, разбираться и наказывать прямых начальников, которые не следят за своими там подчиненными и работниками. Это тоже как одна из мер. Возраст, вот тоже вывесили здесь, показали. Уйти от этих слов, мы постоянно молодежь, молодежь. Да нет, не молодежь. Люди от 35, 60, 70 лет гоняют. Почему это не показываете? Между будут чанаков чеболевод, Марков будут чанаков чеболевод, на ровном месте, скорости, машин, геонатиры, ши, видите. Глава Ингушетии по итогам заседания поручил наладить работу по эксплуатации автоматических средств фото, видео, фиксации правонарушений. Чаще всего жители проявляют сочувствие к пострадавшим, чем осуждают того, кто допустил грубое нарушение правил дорожного движения, повлекшего за собой ДТП с тяжкими последствиями. Почему человек, совершив смертельный исход, там, убил людей, почему он отделывается исправительными работами? Пока люди живые, масс машин как шан. Здесь тоже разобраться, почему это происходит. В соцсетях вот эти выкладки тоже. Когда я говорю, Совет Безопасности включается, находят. Вот день, 2, 3, 4, 5 крутят там в соцсетях. Один на капоте едет, второй за рулем, напрочь тонированная машина. Ну, как минимум, неполное служебное соответствие начальника ГИБДД, начальника ГУВД этого города должно быть. Как минимум за это. Ну как, они же не просто раз включили, выключили, никто не увидел. Они же едут по городу. Ни одного поста, ни одного. Ну и самое главное, что здесь плохо? В чем вина начальника ГИБДД, там, этого и шерифа города? В чем вина? В том, что он не создал систему звонка себе. Но даже выложили в интернет, уже неделя где-то прошла, и только после того, как я даю команду там, в Совет Безопасности, этих товарищей находят. Уже, ну, понятно, через ГАИ, через там кого-то нашли все равно. Ну почему у вас нет отслеживания в соцсетях вот этих выкладок? На свадьбу выкладывают, там выкладывают. Ну почему вы это не отслеживаете? Почему вы это не выявляете? Почему не наказываете? И скоростной режим в том числе. Дорожные полицейские будут просматривать записи по государственным регистрационным знакам, определять владельцев авто. Кроме того, Юнусбек Евкуров предложил создать комиссию общественного контроля за ситуацией на дороге из числа волонтеров и членов семей пострадавших от ДТП. Поручил выставлять дополнительные посты на аварийно опасных участках, принимать самые жесткие меры в отношении водителей, садящихся за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Проработайте вопрос. Везде у нас все равно не хватит, надо общественность подключать. Создайте из тех родственников, пострадавших, погибших в ДТП. Из этих родственников, самих пострадавших в ДТП, создайте группы общественных в каждом муниципальном районе, в каждом селе, вместе с главами. Создайте их. Не обязательно им там в засадах ездить, но и засады можно устраивать. Пусть они хотя бы по телефону снимают, скидывают. И широкое общественное движение делайте этому. Ну, вся республика должна с этим явлением бороться. Военный сордом баш, цены сордом баш, потоки водожва, машины баш, ицагва, или пхазагва, или посагва, у каждого есть мобильный телефон. Ну, может один там снять и скинуть тут же. Но вы условия не создали для людей. Создайте условия, куда они могут это все скинуть. Участники совещания пришли к выводу, что необходимо кардинально улучшить деятельность УГИБДД по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Министерство внутренних дел России вернуло автоинспекторам право останавливать пассажирские транспортные средства вне стационарных постов. Это касается автобусов, в том числе и заказных. Приостановить смогут для проверки документов на право пользования и управления документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров. Ранее этот пункт был снабжен указанием на то, что такая остановка может быть произведена только на стационарных постах ДПС. В случае нарушения режима труда предоставлять водителям возможность
возможность отдыха. Для этого полицейские наложат маршруты движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД. Таким образом, хотят минимизировать случаи ДТП на дорогах страны. В настоящее время ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, результаты которой будут переданы в прокуратуру. Кроме того, с учетом приближения учебного года будет проверен и парк школьных автобусов. Обстановка в целом стабильная и контролируемая. Об основных показателях деятельности Республиканского министерства внутренних дел говорили на расширенном заседании коллегии с участием начальника ГУ МВД России по СКФО Сергея Бачурина. На подведении итогов оперативно-служебной деятельности присутствовал и глава Ингушетии. С основным докладом по итогам деятельности министерства на заседании выступил Дмитрий Кава. Он отметил, что благодаря консолидированной работе всех силовых структур оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой. За отчетный период, по словам министра, в республике нейтрализировано 15 членов и пособников НВФ, 2 из которых ликвидировано при вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов. Если мы обратимся к статистике, то, несмотря на ежедневную регистрацию преступлений различного вида, Республика Ингушетия продолжает оставаться менее криминогенной территорией по отношению к другим субъектам Российской Федерации. Так, на 100 тысяч населения в среднем совершается 184 преступления. Справочно, в среднем показатель по России 703 преступления, по СКФО 374. И это свидетельствует о том, что принимаемые меры по укреплению правопорядка, повышению защищенности граждан и общества позволили в отчетном периоде обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Продолжает сохраняться тенденция по улучшению ряда показателей, характеризующих криминогенную ситуацию в республике. Сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и тяжких и особо тяжких ее составов. По многим позициям, если сравнивать с первым кварталом текущего года, во втором квартале удалось добиться положительной динамики. Имеется положительная динамика работы следственного подразделения МВД России. Из 728 уголовных дел, имеющихся в производстве, окончено 136. Из них направлено в суд с обвинительным заключением 135, что на 26 уголовных дел больше. К сожалению, предпринятыми мерами не удалось сократить число приостановленных дел за неуставлением лица. Эта цифра значительно превышает аналогичный период прошлого года. Также на заседании выступил начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, который отметил высокую профилактическую работу республиканского МВД. По основным направлениям, которые считаются основными, которые влияют на правопорядок и безопасность, в первом полугодии республиканское МВД оно достигло положительных результатов. Есть снижение преступности зарегистрировано. Это говорит о том, что меньше стали совершать преступления. Значит, профилактическая работа и та работа с местными органами исполнительной власти организована на хорошем уровне. И этот итог, он и отражается в этих цифрах. Совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Это также такой показатель, который говорит о том, что люди чувствуют себя безопаснее, раз преступления этой категории не совершаются. Но есть проблемные вопросы, они всегда есть в любой организации, в любом ведомстве, на которые нужно обращать внимание. Понятно, мы их видим, и над ними будем работать и примем все меры для того, чтобы как можно меньше этих недостатков было в организации работы. Личный состав работоспособен и готов выполнять все задачи, которые стоят перед органами внутренних дел. Ну, в первую очередь, это, наверное, профилактическая работа, которая нацелена на профилактику преступлений террористического и экстремистского характера. Максимально сконцентрировать внимание на гражданах, которые склоняют к совершению преступлений для выезда за пределы Российской Федерации, за пределы республики, профилактическую работу усилить. Вопросы безопасности дорожного движения, которые влияют на жизнь и здоровье наших граждан Республики Ингушетия. Конечно, работа с подрастающим поколением, с несовершеннолетними, однозначно нужно учесть. Ну и все вопросы, касаемые принципа неотвратимости наказания. Если преступление допущено, то оно должно быть раскрыто, лица должны быть установлены и понести законное наказание. Несмотря на улучшение показателей в первом полугодии, по мнению главы, в деятельности органов МВД республики еще есть проблемные моменты, над которыми нужно работать. Он считает, что показатели по раскрытию многих видов преступлений остаются неудовлетворительными. Продолжается практика нарушения сроков расследования уголовных дел. Тревожной остается и обстановка на дорогах республики. Есть ряд положительных моментов, хотя на некоторых направлениях, как сейчас озвучил прокурор республики, начальник ФСБ, где-то мы стоим на месте, но не снижаемся. Это тоже плюс большой.
Это раз. Второе, я имею в виду по оценке деятельности. А второе, конечно, мы должны понимать, что в стратегическом плане задачи МВД само по себе, как министр, так и структуры подразделения не могут выполнить. Мы должны совместно их выполнять. Если в частности брать, на что я больше делал упор, на дорожно-транспортные происшествия, к счастью. Почему? Потому что буквально там 7, 8, 10 лет назад мы вообще даже про экономическое просто про ДТП вообще не говорим. У нас была одна болезнь, там, теракты там, и обстрелы и так далее. То сегодня мы говорим про ДТП. И, конечно, мы здесь видим совместно, мы уже там не один раз Дмитрий Богданович обсуждали этот вопрос с новым начальником у ГИБДД. Уже вчера пошла практика уже с воздуха наблюдения за нарушителями. И уже на земле нам надо совместно поработать. И здесь я делал упор. Почему? Потому что это такое наиболее волнующая на сегодняшний день тема для населения. И, конечно, как сказал Сергей Викторович, это все-таки та тема, как неотвратимость наказания. Первая часть заседания расширенной коллегии завершилась церемонией награждения за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. А сам Юнусбек Евкуров был награжден орденом Российского совета ветеранов органов внутренних дел. Зарема Ивлоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Военным пенсионерам, помимо той пенсии, что они получают за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны МВД, может быть назначена еще одна, сообщают в Пенсионном фонде. В число обязательных условий для ее получения входит достижение установленного пенсионного возраста 60 лет мужчины и 55 женщины, минимальный страховой стаж, который составляет 8 лет, а также наличие минимальной суммы индивидуальных коэффициентов. Для назначения пенсии необходимо обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда. Военным пенсионерам страховая пенсия по старости определяется без учета фиксированной выплаты. Стилизованный под национальный колорит подступ к ареням, трибуны для нескольких тысяч зрителей, внушительный рейдж, 3 больших плазмы – все это М1 челлендж «Битва в горах». 6-е по счету спортивное шоу пройдет уже по традиции в Таргиме. Это место вдохновило на победы многих и без того именитых файтеров. Подробнее о подготовке к главному бою года расскажет Руслан Албагачиев. Здесь, в сельском поселении Таргим, соберутся лучшие бойцы смешанных единоборств. Всего 12 поединков. Нашу республику представит 7 спортсменов. Импровизированные башни, между которыми будут выходить на арену бойцы и каменные трибуны. На главной площадке подготовка битвы в горах в самом разгаре. Уже установлены трибуны на 3500 человек, основания для рейджа, оборудованы места для выхода спортсменов. Весь каркас из металлоконструкций готов, звуковики заняты настройкой техники. 3 большие видеостены, на которых зрители смогут наблюдать за происходящим на ринге. Как и все остальное, должно быть готово в кратчайший срок. Поэтому специалисты из Москвы и Краснодара работают без перерывов. Какой раз уже находимся в этом прекрасном месте, собираем конструктив под М1, будут великолепные бои. Ну, как всегда, здесь по-другому не бывает, ваши бойцы показывают высший класс. В общем, ну, как сами видите, находится на стадии завершения, уже 90% готово. Остается страховочка, крышка, подъем там. Ну и дальше ребята-световики тоже знают свое дело, все сделают. Как бы будет все красиво, все великолепно. Посмотреть битву в горах и поболеть за любимых спортсменов съедутся со всех уголков страны. Для участников и зрителей турнира необходимо создать все условия, уверены организаторы. Практически вся площадка на бойцовской арене и вокруг нее уже готова. Главная конструкция ринг, ее только начинают собирать. Завтра уже будет полностью все завершено и все идет по плану, никаких проблем не будет. Соревнования проведут на высшем уровне, мы все знаем уже 6-й год и каждый раз мы радуем своих зрителей своими новшествами. В этом году тоже будет очень грандиозно. Свою лепту в подготовке места для проведения турнира вносят и волонтеры. Они помогают рабочим устанавливать необходимое оборудование. Пришел, естественно, помочь в организации такого масштабного мероприятия М1 челлендж. В этом году очень мощный состав, огромный ажиотаж. Билеты купил себе, дяде, ну и своим друзьям. В принципе, всей семьей собираемся, и все, кого я знаю, собираются посетить это мероприятие. Трибуны на холме и непосредственности вблизи от ринга через пару дней пустыми уж точно не останутся. Напомню, 6-я битва в горах развернется в эти выходные. В главном бою за пояс чемпиона в легчайшем весе сойдутся Маусар Евлоев и Павел Ветрук. Руслан Албагачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Обращаем внимание на то, что въезд в Джейракский район от поста Алкун в день проведения битвы в горах будет осуществляться только по билетам. Со стороны Северной Осетии безбилетников будут разворачивать на посту Изми. Все туристические маршруты закрыты.
Стихия, разбушевавшаяся накануне, нанесла непоправимый урон крестьянско-фермерским хозяйствам Малгобекского района. Ураганный ветер налетел внезапно, затем последовал град. Оповещение о возможном ненастье от МЧС пришло постфактум. Уверяют фермеры, и некоторые из них намерены даже судиться со службой. Сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. В региональном Минсельхозе создана специальная комиссия, которая оценивает масштаб сельхозпотерь. Амина Бокова расскажет. Этот маленький бокс – все, что осталось от 90 тысяч саженцев томата агрохолдинга «Экопродукт». Ливень, шквалистый ветер и град снес 20 тысяч саженцев, а вместе с ними и сами теплицы, в которых выращивали плоды. 11 боксов площадью 1800 квадратных метров были подготовлены под посадку перца и лука. Сейчас об этом не может идти и речи. 5 из них разрушены полностью, остальные частично. Муса Мурзабеков встретил стихию на предприятии. В этот самый момент на полях трудились еще 40 человек. Как раз поднимали мы 11-й, все сюда кинулись, поднимали 11-й мы клеенку. И в этот момент, вот как раз этот был, до нитки все мокрые мы были, дождь-то идет, и вот поток воздуха, сильный ураган. Этот ураган нас кидал на эту клеенку, на ногах стоять даже, это такой момент был. Ураган разбушевался около 7 вечера, однако оповещение от МЧС поступило лишь спустя 30 минут, отмечает директор агрохолдинга. Предприятие понесло убытки в размере нескольких миллионов рублей. У нас, если бы час-полтора было бы даже, да, мы успели бы подготовиться, мы успели бы подвернуть пленку, поставить упоры, допустим, какие-то защитные, да, то есть успели бы в любом случае. Ну, такого ущерба, я полагаю, что не было бы. Так, поверхностно, конечно, что-то было бы по мелочи, но вот такого колоссального ущерба уже не было бы. Закрывать на это глаза Бекхан Костоев не собирается. Говорит, будет судиться с республиканским МЧС. Тем более, что от стихии пострадал не только урожай, но и люди. Работники предприятия получили травмы. Несколько человек были доставлены в Малгобекскую центральную больницу. Средней степени тяжести травмы. 3 человека поступили, были госпитализированы. После обследования у нас сейчас в стационаре находится 1 человек с ушибом грудной клетки, с болевым синдромом, который также в связи с улучшением состояния планируется к выписке. От последствий стихии пострадали крестьянско-фермерские хозяйства всего Малгобекского района, в связи с чем введен режим чрезвычайной ситуации. В региональном Минсельхозе создана специальная комиссия, которая оценивает масштаб потерь. По предварительным данным, общий урон от стихии составляет 5000 гектаров. ГУП Алханчурская, подведомственная Минсельхоза Ингушетии, пострадало от града и ливневых дождей с шквалистым ветром более 600 гектаров кукурузы. Также рядом находятся поля СПК «Добиюрт». Там в пределах 400-450 гектаров пострадал. Это овес, подсолнечник, кукуруза и пшеница. Все зерновые, которые находятся в Алханчурской долине, в принципе, они, как бы вам сказать, от этих шквалистого ветра, дождя полегли. Сейчас комиссия проверяет все пострадавшие ГУПы и КФХ. Фото и видеоматериалы с места происшествия направит правительство республики. Уже там будет решаться вопрос, какую помощь оказывать фермерам. Амина Бокова, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Ингушетии в 4-й раз пройдет всероссийская акция «Вода России. Чистые берега». Это ряд мероприятий, запланированных на уборку водоемов и их берегов соответственно. Организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы до 2020 года. Акция, к которой могут присоединиться все желающие, как в качестве организаторов, так и в качестве участников по уборке водоемов в своих регионах, продлится до 15 сентября. Масштабная акция также пройдет во всех муниципалитетах республики. 9 сентября организатором выступает Комитет по экологии и природным ресурсам. По завершении акции все участники получат дипломы от Минприроды России. А организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, получат еще и памятные призы. Также будет сформирован рейтинг самых активных регионов-участников. Для подробной информации обращаться по телефону 55 15 89. Добавлю, что ранее, в прошлом году, за наилучшие показатели в организации проведения Всероссийской экологической акции Ингушетии было присвоено 1-е место. Рейд по ликвидации канализационных труб, направленных в ливневые стоки, провели сегодня на Зране. На проверку вышли сотрудники Комитета по экологии совместно с представителями местной администрации. По выявленным нарушениям, а они были, выписали штрафы и предписания по улучшению санитарных норм. Репортаж Заримы Ивлоевой.
Для сотрудников комитета по экологии рабочий день уже давно начинается не в кабинете под кондиционером, а с таких проверок под жарким солнцем. Год экологии еще больше обязывает быть активнее и бороться за чистоту. Практически в каждом населенном пункте есть места, где канализационные трубы выходят прямо на улицу или на проезжую часть. Это не плановая проверка, они проводятся регулярно с администрацией, с комитетом экологии у нас регулярно месяц, там 2 месяца, 1 раз по благоустройству, по очистке территории города. Мы предупреждаем людей, что будут привлечены к административной ответственности со штрафными санкциями. В борьбе с нарушителями все способы хороши, конечно, в рамках закона. Комиссия уже пробовала предупреждать устно, штрафовать, а где-то даже привлекали религиозных деятелей. Многие просто не открывают двери участникам рейда или захлопывают калитку прямо перед носом. Проложенные в ливневые стоки канализационные трубы по улице Бекова не просто загрязняют окружающую среду, а еще и портят внешний облик одной из центральных улиц Назрани. Более того, все эти в буквальном смысле нечистоты протекают по городу, оставляя шлейф зловоний. Жители сетуют на то, что иного выхода им просто не оставили. Так или иначе, сливать нечистоты прямо в центре города нельзя. К жителям этих улиц сегодня только устное обращение. В случае, если нарушители проигнорируют поручение убрать трубы самостоятельно, то на следующий рейд придется ехать с тяжелой техникой. Экскаватор с этим делом справится за считанные секунды. Такие радикальные меры уже предпринимались в марте текущего года по отношению к жителям улицы Ахриева. За несколько часов по 2 названным улицам зафиксировано 8 подобных нарушений. Экологи и Роспотребнадзор настроены решительно. Так что в случае игнорирования закона комиссия совместно с администрацией города и местными участковыми готова вновь прибегнуть к помощи экскаватора. Зарема Ивлоева, Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов. Новости 24. Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. На сегодняшний день ее членами являются 170 национальных федераций. Кстати, название игры происходит из персидского языка «шах-мат». Властитель умер. Родиной шахмат является Индия. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира. Но о том, как развит этот вид интеллектуального спорта в Ингушетии, расскажет Марина Муталиева. В Ингушетии стремительно развивается спорт, причем не только физический, но и интеллектуальный. Шахматы стали любимым способом времяпрепровождения для большинства ребят, в том числе благодаря федеральному проекту «Шахматы в школе», который активно реализуется на территории нашей республики с середины 2016 года. 300 комплектов шахмат были вручены 30 школам в рамках этого проекта. Желающих освоить новый вид спорта оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Настоящий шахматный бум произошел в республике за последние несколько лет, отмечают тренеры. Игра увлекла ребят настолько, что даже после уроков они спешат в ближайший шахматный клуб. Мой соперник очень серьезно, хорошо играет. И мне надо масса усилий, чтобы его выиграть. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Шахматам все возрасты покорны. Опытные назрановские гроссмейстеры посещают республиканский шахматный клуб. Между тем, все основные соревнования проходят в сельском поселении Троицкое, в клубе Ади Ахмат. Открыт он был 3 года назад. С тех пор здесь многое изменилось. Было объявлено по школам, по республике, что вот есть такое место, можно приходить, заниматься. И набор детей пошел сначала вяло, конечно, там 5 человек ходили стабильно у нас, потом 10 их стало. Сейчас у нас уже спустя 3 года в 2 смены мы ведем тренировки. Шахматисты из Ингушетии участвуют в республиканских, межрегиональных и всероссийских турнирах. Многочисленные кубки и награды тому подтверждение. К примеру, Мария Тадзаурова, участница всероссийского турнира, который проходил в апреле этого года в Сочи. Шахмат.
Своими юными гроссмейстерами здесь очень гордятся. Интеллектуальным способностям Мареты тренер не перестает удивляться. От партии попросила себя не отвлекать. Девочка прямо как Цезарь умудряется делать сразу два дела одновременно. Мама мне посоветовала сходить на шахматы, посмотреть, что, как там. И тренера мне показывали, как там ходить. Я постепенно научилась играть в шахматы. И так мне стало интересно, и я все свое свободное время стала проводить за шахматным столом. Магомед Эсмурзиев не менее талантливый игрок. Мальчик разыгрывает партию с самим собой. Это позволяет открыть в себе новые возможности, признается Магомед. Я разыгрываю обычно свои партии, смотрю на них, как играл. Но я думаю, что лучше учиться на своих ошибках. Настоящим импульсом в развитии шахматного спорта в Ингушетии можно смело назвать победу нашего земляка Эрнеста Инаркиева на чемпионате мира 2016 года. Тогда глава региона предложил сделать шахматы обязательным предметом в ингушских школах. В итоге 30 из них получили в подарок специальный инвентарь – шахматные часы, игровые комплекты и демонстрационные доски. Гроссмейстер сейчас не только возглавляет Федерацию шахмат в регионе, а активно поддерживает начинающих шахматистов, для которых очень часто организуются фестивали и мастер-классы. Я думаю, что тот рывок, который сделали за последнее время, мало где в мире можно найти такую точку по тому, какой шаг республике удалось сделать. Вот, и поэтому, но впереди на самом деле еще большой очень путь. В перспективе, я надеюсь, у нас будут и свои гроссмейстеры, и не только я буду близко подходить к титулу чемпионскому. Вот, поэтому впереди еще много всего, но последний год очень-очень радует. Если так дальше продолжим, то все произойдет гораздо раньше, чем я даже надеялся. Я хочу пожелать всем играть в шахматы, потому что это игра, которая действительно дает много всего. Я много лет ей занимаюсь, и каждый раз что-то новое для себя открываю, новое, полезное, поэтому играйте в шахматы. Двое застывших с фигурами на самом деле неподвижны лишь с виду. Активный мыслительный процесс выдает беспокойные движения рук и бегающие глаза. В голове у игроков целая система продуманных наперед ходов. Мир вокруг для них словно перестает существовать. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. 22 июня пройдет семинар для тех, кто сдал документы для совершения хаджа через фирму «Имантур». Для жителей Назрановского пригородного и Джейрахского районов встреча пройдет в ДК Назрани. Для жителей Карабулака и Сунжинского района в ДК Сунжи. Ну а для жителей, проживающих в Малгобекском районе, в ДК Малгобека. Явка обязательно, начало в 14:00. Также сообщается о продлении срока документов на хадж до 25 июля. Ну а я напоминаю, уважаемые телезрители, после короткого блока рекламы наш эфир продолжит передача, посвященная жизни устаза Батылхаджи Белхароева. Не пропустите. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.